Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Врачи Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи провели первую в истории Якутии операцию на сосудах нижних конечностей с помощью нового высокотехнологичного медицинского аппарата. Операции проведены 5 пациентов, все они выписаны с выздоровления. Какие еще виды помощи оказывают с новым оборудованием врачи Республиканской больницы? Гость студии Иван Иванов, главный врач Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Иван Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько сложная аппаратура использовалась при этих революционных операциях на сосудах нижних конечностей? И как часто теперь будут проводиться такие операции в вашей больнице? Оборудование мы купили в этом году. Это оборудование фирмы Jetstream. Но если в общем сказать, то это оборудование для удаления атеросклеротических бляшек, атерэктомическое оборудование. Система, которую на данном этапе мы запустили пока еще для удаления бляшек сосудов нижней конечности. Эта категория пациентов у нас в медицинской организации достаточно много этих пациентов. Как правило, это диабетическая стопа больных сахарным диабетом как итог основного заболевания развития. Надо понимать, что атеросклероз поражает не какой-то отдельный участок сосуда, а на длительном промежутке поражает его. В итоге достигает такого уровня, что кровоснабжение просто перестает проходить нижним конечностям. И мы встречаем такие моменты, как инвалидизация пациента вследствие ампутации и так далее. Прооперировать на таком длинном участке открытым способом невозможно. Поэтому эта система, она малоинвазивная. Надо понимать, что там входит проводник, он измельчает скажем так, атеросклеротическую бляшку, всасывает ее в себя, выводит из организма. И по сути, к концу операции у человека практически чистый сосуд. И, соответственно, никакой речи об ампутации дальнейшей и так далее уже нету. Поэтому это очень актуально, я бы даже сказал, чрезвычайно актуально в наше время, потому что таких пациентов, к сожалению, их достаточное количество. И через нашу медицинскую организацию они проходят. И те 5 пациентов, которых мы оперировали, скажем так, при помощи специалистов из федеральных центров, мы их не искали, они у нас были в этот момент, лежали, проходили лечение и так далее. И просто, скажем так, им повезло, что они оказались именно в это время в этом месте, и их взяли на операцию, прооперировали. В следующем году мы планируем порядка, минимум 100 проведений таких операций. А дальше посмотрим, если пациентов будет больше, желающих будет больше, соответственно, количество их значительно увеличится. Какие еще виды медицинской помощи с использованием высокотехнологичного медицинского оборудования стали доступны пациентам больницы? Приобретением этого аппарата конкретно, буквально вчера у нас был тоже мастер-класс, несколько пациентов мы подготовили, вчера соперировали. Это установление операций на многокамерных аневризмах и аневризмах широкой шейкой. Как правило, эти аневризмы являются находкой, пациент об этом не знает, но они являются такой бомбой замедленного действия. Потому что аневризма может разорваться, и итог ее будет именно таким. Потом мы получаем пациента уже с геморрагическими всякими изменениями в головном мозге, если говорить про головной мозг и так далее. Соответственно, это очень опасная такая вещь, но тем не менее такие пациенты встречаются, находятся у нас. Вчера мы несколько пациентов соперировали. Тоже момент такой, что при помощи этого аппарата в совокупности с ангиографической стойкой, которая у нас имеется, потому что одно без другого не работает, эти многокамерные аневризмы, которые мы ранее направляли в федеральные центры для операций, а зачастую к нам поступают в Центр экстренной медицинской помощи пациенты, на которых уже сложно отправить в федеральный центр, потому что это перелет, транспортировка и так далее. Именно поэтому мы этим заинтересовались, специалисты наши заинтересовались, и эта категория больных с этими именно сложными такими аневризмами, они будут в итоге оперироваться у нас, потому что подвергать риску пациентов при транспортировке очень сложно. Да, конечно, останется категория пациентов, которые стабильные, которые будут направляться в федеральные центры, но тем не менее, если по экстренным показаниям они будут к нам поступать, то оперировать мы будем здесь на месте. Сколько пациентов получает медицинскую помощь в вашем медучреждении ежегодно? Чтобы вы отметили по динамике заболеваемости, какими недугами чаще страдают якутяне и каковы причины появления этих недугов, на ваш взгляд? Тут все исходит из названия больницы Центр экстренной медицинской помощи. Мы работаем не только на город Якутск и округ, но и на всю республику.
У нас порядка, ну, чтобы вот представить объем работы в нашем учреждении, 40 тысяч обращений в год проходит через приемное отделение Республиканской больницы номер 2. Здесь я не учитываю травмпункт, где примерно столько же обращений. Это ожоговый центр, куда тоже обращаются люди, региональный сосудистый центр. То есть очень большое количество пациентов проходит через нас. Порядка 14 тысяч пациентов проходит стационарное лечение на базе нашего учреждения в год. Также это еще связано с тем, что у нас все-таки в большей степени хирургический стационар. Каждая 4-я операция в республике проходит в Республиканской больнице номер 2. Всего в республике проходит порядка 40 тысяч операций в год, из них 11-12 тысяч проходит в Республиканской больнице номер 2, Центр экстренной медицинской помощи. То есть нагрузка серьезная, большая. Что касается именно то, с чем пациенты к нам обращаются, ну, тут из года в год примерно тенденция одна и та же. Она все-таки вытекает из профиля нашего учреждения. Это на первом месте это у нас болезни системы пищеварения. Учитывая, что у нас все-таки 2 хирургических отделения, колопроктологическое отделение имеется в составе. На втором месте у нас болезни сердечно-сосудистой системы, это учитывая, что у нас есть региональный сосудистый центр, и травмы отравления. На третьем месте это стабильно, из года в год на протяжении уже многих лет эта тенденция сохраняется. Помимо прочего, конечно же, мы занимаемся не только экстренной медицинской помощью, мы занимаемся высокотехнологичной медицинской помощью. У нас по 7 нозологиям 18 направлений высокотехнологичной медицинской помощи имеется, вот помимо вновь введенных и так далее. Это порядка 1600-1700 операций в год из всего количества именно высокотехнологичных. И эти объемы, которые нам поручено выполнять Министерством здравоохранения, правительством республики, мы выполняем из года в год, и пациенты получают эту помощь. Вот какова работа проведена в этом году по реализации федеральной программы по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний? Но вообще направление по снижению смертности по всем направлениям, ну, в том числе сердечно-сосудистых, она не прекращается никогда. Это понимание, когда федеральная программа, понятно, что какие-то деньги выделяются, где-то приобретается оборудование и так далее. Тем не менее, работа со стороны Министерства здравоохранения, Минздрава Российской Федерации, нашего Министерства здравоохранения регионального, она не прекращается никогда. Мы постоянно работаем, где улучшить, как сделать удобнее, где-то, может быть, посильнее напор увеличить, да, и так далее. И вот в этом году на базе нашего учреждения организован теле-ПСО. Что такое теле-ПСО? Это, учитывая, что в нашей республике, к счастью, да, и благодаря, опять же, нашему правительству, во многих районах появились компьютерные томографы. Там, где их, в общем-то, не было, и, возможно, и они там и не должны стоять, там, исходя из численности населения. Тем не менее, они закупаются, они ставятся для того, чтобы приблизить качественную диагностику. И благодаря компьютерным томографам мы можем с районами отрабатывать в части своевременного оказания медицинской помощи больным именно с инсультами, геморрагическими, ишемическими инсультами. К сожалению, самый главный враг в республике – это расстояние и время. Даже учитывая, что у нас санитарная авиация очень хорошо работает, доставляет больных в учреждения города Якутска, тем не менее это время. И насколько быстрее будет оказана медицинская помощь, особенно в части инсультных пациентов, там время идет, если не на минуту, то на часы. Ввиду этого приказом Минздрава наше учреждение Республиканской больницы номер 2, она куратором этого назначена. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Все пациенты с ишемическими инсультами, если диагноз установлен, консультируются с нашими специалистами и принимается решение о проведении тромболитической терапии. Сложность заключается в том, что там достаточно большое количество противопоказаний, нужно все-таки аккуратно к этому подходить, и поэтому, как говорится, одна голова хорошо, 2 лучше. Именно с этой целью в этом году мы начали работу, и эта работа уже идет. У нас уже есть пациенты с хорошим выходом после тромболизисной терапии на местах в районах, которые в последующем, конечно же, переводятся в наше учреждение. Но выход лучше. А вот если говорить о возможностях телемедицины, может, какие-то направления планируете развивать? Вообще телемедицина – это палочка-выручалочка нашей республики. Она давно уже внедрена, по большому счету, мы только ее улучшаем. Где-то там порядка более 7 тысяч телемедицинских консультаций в год проводит только Республиканская больница номер 2. Помимо прочих учреждений, многопрофильных учреждений нашего города, внутрирайонных консультаций и так далее. Даже говоря о региональном сосудистом центре, там порядка 1700 в среднем в год телеконсультаций с районами проводится. Практически каждый пациент с инфарктом, инсультом
выявлены в районе, сразу консультируется и обязан консультироваться с городом Якутском. Поэтому решение по лечению пациента, оно принимается, в общем-то, не одним врачом, а целой коллегией врачей. Помимо прочего, телемедицина позволяет проводить виртуальные обходы. Наши врачи регулярно, вот региональный сосудистый центр в частности, регулярно, у них еженедельные виртуальные обходы по каждому больному в каждой прикрепленной центральной районной больнице. Вот эта вот работа, она не останавливается никогда. Проводятся различные мероприятия в части повышения квалификации врачей на местах и так далее. То есть тут нагрузка большая. Помимо прочего, конечно, мы не говорим не только об РСЦ, это и травмцентр, это и хирургия и так далее, и так далее. То есть все в этом задействованы, в этом участвуют, и это уже, собственно говоря, у нас поставлено на поток, и каких-то уже таких удивлений не вызывает. Ну, а с подключением арктических районов к сети интернета, в арктических районах тоже появятся такие возможности. Да, зачастую даже у нас, иногда мы как бы связываемся с ними. Да, конечно, все зависит от связи. Тут вопрос такой, большинство районов, большая часть населения республики, я бы сказал, даже валовая часть, она все-таки уже интернетом доступна, и медицинские организации к ним подсоединены. Тут вопросов никаких не возникает. В прошлом году у вас открылось реабилитационное отделение. Вот какую помощь здесь оказывают пациентам? Насколько эффективна такая помощь? Реабилитационное отделение мы открыли у нас на 18 коек. Это отделение для больных с костно-мышечными нарушениями и травмами. Это пациенты травматологического отделения, отделения ортопедии. К сожалению, мы знаем, что у нас отделение травматологии для взрослых, оно единственное в городе. И бывает сезонность определенная, гололед, это наши дни. Отделение переполненное становится и так далее. Категория этих пациентов после выписки, а это, как правило, гипсомобилизации различные и так далее, они уходят в поликлинику и, в общем, там наблюдаются. Либо в травмпункте. Для того, чтобы как-то помочь им побыстрее именно пройти этап реабилитации, начать ухаживать за собой, мы открыли это отделение. Пациенты из отделения травматологии и ортопедии по окончанию оказания медицинской помощи на местах, на месте в отделении, они переводятся в это отделение реабилитации, где имеется полный штат врачей-реабилитологов, физиотерапевтов, массажистов, врач-травматолог непосредственно, который за ними следит. И дальше он уже долечивается там до, скажем так, хорошего, достойного состояния, когда он может сам за собой ухаживать и так далее. И минимизируются различные риски, и после этого он у нас уже выписывается на амбулаторное лечение. То есть второй этап реабилитации он получает непосредственно медицинская организация. Я считаю, что это достаточно серьезный такой прорыв, и хотелось бы, конечно, может быть, и где-то расширить его. Здание у нас такое тесноватое в этом отношении, но тем не менее, в этом отношении работа продолжается, и мы вошли в федеральную программу по перевооружению отделения реабилитации, и в 2023 году нам выделяется 73 миллиона рублей на приобретение реабилитационного оборудования. Это серьезная сумма и серьезное оборудование, которое там будет. Поэтому следующий год он будет у нас такой очень положительный в части реабилитации этих больных. И я думаю, что и количество больных, которые проходят через это отделение, значительно увеличится. Соответственно, конечно же, и удовлетворенность населения повысится. Самое главное. Что ж, Иван Сергеевич, желаем вам дальнейшего развития вашего медучреждения, приобретения нового оборудования, и, конечно, плодотворной работы на благо здоровья жителей нашей республики. И, пользуясь случаем, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.